С 1 сентября много нововведений коснется именно школ. Пожалуй, один из волнующих как учеников, так и родителей – закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников. Реализовывать будут за счет федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников. Готовыми к реализации такой программы оказались 58 из 85 российских регионов. В Ингушетии горячими обедами обеспечит около 36 тысяч детей. Также с 1 сентября помимо заработной платы учителя смогут получить доплату за классное руководство в размере 5000 рублей. Общий объем федеральных средств на доплаты педагогам в текущем году составит почти 25 миллиардов рублей. С 1 сентября также вступает в силу закон о возврате страховки при досрочном погашении кредита, согласно которому граждане, погасившие кредит досрочно, получат возможность возврата части страховой премии. Норма будет применяться, если заемщик заявил о досрочном отказе от страховки в течение 7 календарных дней после погашения кредита и при отсутствии страхового случая по полису. С 1 сентября 2020 года вступает в силу изменения в закон о государственной регистрации, которые позволяют регистрирующим органам в принудительном порядке исключать из единого реестра индивидуальных предпринимателей недействующих ИП. Они будут признаваться прекратившими свою деятельность, если, к примеру, не предоставили документы отчетности в течение последних 15 месяцев, имеют недоимку и задолженность. Нельзя не отметить и про не менее важные изменения в законодательстве для автолюбителей. С 1 сентября индивидуальные тарифы ОСАГО будут варьироваться от 2471 рубля до 5436 рублей, что позволит в большей степени дифференцировать тарифы ОСАГО для водителей с разным уровнем риска. По легковым автомобилям юридических лиц коридор расширяется больше на 20% вверх и вниз. При этом на максимальное понижение тарифов в группе смогут рассчитывать грузоперевозчики и автопарки юридических лиц. Вступают в силу и новые правила ФСИН. Так, с 29 сентября осужденные смогут перевестись в колонии, расположенные ближе к месту жительства ближайших родственников. Это можно будет сделать по решению ФСИН России на основании письменного заявления осужденного. Если в этом регионе размещение невозможно, перевод сделают в наиболее близкое учреждение. 7 сентября вступает в силу измененный порядок миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Закон, подписанный Владимиром Путиным в июне, дает право иностранным гражданам, собственникам жилых помещений в России выступать принимающей стороной для других иностранцев и предоставлять им свое жилье для фактического проживания. Хава Газикова, Адам Мережков, Новости 24.